Итак, дорогие друзья, напоминаю, в студии находится полиглот Дмитрий Петров, и мы говорим об истории тюркских языков, которые, как вы знаете, являются языками не только нашей родины, как говорится, но и языками многих других государств, которые находятся рядом с нашей страной. Мы знаем, например, империю гуннов. Это тоже были тюрки. Да ладно. Да? Мы знаем в наших летописных источниках про нашествие половцев, печенегов. Мы знаем про борьбу Древней Руси с хазарами. Все это тоже были тюрки. Да. И с ними периодически воевали, гораздо чаще находили какое-то взаимопонимание и жили в симбиозе. В принципе, вот этот симбиоз славянских и тюркских народов и положил начало вот этому российской государственности. Интересно как. Империя великих моголов на минуточку охватывала всю Индию, и включая нынешний Пакистан и массу других территорий. Империю эту основали тюрки, которые пришли с территории, ну, по сути, нынешнего Казахстана. И они захватили все. Афганистан, Дели, основали вот эту огромную территорию. Моголы, потому что они себя считали потомками вот тех самых монголов, которые в свое время с Чингисханом завоевали половину мира. Когда они основали свою империю, языком элиты оставался тюркский язык. А параллельно с этим формировался язык армии. Так как армия включала в себя уже, кроме тюрок, массу других народов, армия — это орда. Ну да. И вот этот язык орды постепенно стал называться урду, который сейчас является государственным языком Пакистана, и который уже далеко отошел от тюркского. Но тем не менее, вот именно язык военной аристократии долгое время в империи великих моголов сохранялся именно тюркский. Ну, естественно, потом он был поглощен, ассимилирован с языками индийского происхождения. И интересно, что одним из основателей вот нынешнего языка хинди, ну и урду тоже, был некий Амир Хосрови, человек, который, можно сказать так, по национальности кипчак, то есть казах, или тюрок, то есть человек, относящийся к тюркским народам, отец которого возглавлял императорскую гвардию, которая состояла исключительно из тюрок в течение нескольких столетий после того, как тюрки захватили вот эту огромную территорию.